Всем добрый день, с вами Зада. Сегодня будем готовить лазанью. Можно сказать, лазанья по-домашнему. Для этого нам необходимо приготовить два вида соуса. Один из них соус болоньезе и другой соус бешамель. Для соуса болоньезе лук нарезаем мелкими кубиками. Морковь точно так же нарезаем мелкими кубиками. Чеснок раздавим. Его желательно так вручную нарезать, а не пропускать через пресс. Вот так. Просто нарубить. И чеснок готов. Дальше. Я взяла свежие помидоры, не очищая от кожурок, просто натираю на крупной стороне терки. Но можно взять и консервированные помидоры в собственном соку. Дальше разогреваем растительное масло и начинаем жарить сначала лук до золотистого цвета. Вот лук готов, ложим туда фарш. Точно так же жарим, пока фарш не поменяет цвет. Вот, дальше отправляем туда морковь с чесноком, сельдерей и специи. Я положила черный молотый перец острый, красный острый перец молотый, паприку, вот, томатную пасту, кетчуп. Вот, и убавляем огонь до среднего и обжариваем, пока томат хорошенечко не обжарится. Вот, готово. Теперь базилик сухой. Ну, вы можете положить, конечно, любимые специи, итальянские травы или французские травы, это уже по желанию. Сахар немного и тертые помидоры наши. И это все на медленном огне тушим. Вот, и дальше добавляем воду. Если есть у вас бульон свежий, можно добавить бульон. Ну, у меня просто обычная вода. Вот, накрываем крышкой и тушим до готовности. Все, наш соус болоньезе готов. Приступаем к соусу бешамель. Для этого в сковороду ложим масло сливочное, слегка растопим и сразу отправляем муку. Дальше муку жарим до легкого золотистого цвета или орехового цвета. И дальше заливаем немного холодным молоком. И вот лопаточкой мы вот так вот комочки разбиваем прям, вот как на видео. Вот, и постепенно добавляя молоко, так вот разбиваем комочки. И после заливаем все оставшееся молоко. И варим, непрерывно вот помешивая. Ну, теперь уже не лопаточкой, а венчиком лучше будет. На среднем огне. Прям не отходим, а вот именно непрерывно перемешиваем. Добавляем по вкусу соль, мускатный орех и доводим до кипения, ну, пока не загустеет соус. И в конце добавляем сыр немного, даем еще один раз закипеть. И наш соус бешамель готов. Теперь собираем лазанью. Для этого форму смазываем сливочным маслом, где мы будем готовить
Отправляем туда соус болоньезе. Дальше листья лазаньи. Вот как вам удобно будет, так и будете собирать. Вот у меня, я вот прям ломаю эти листья, куда не поместились целые листья. И вот так вот собираем. Дальше соус болоньезе сверху. Покрываем полностью наши листья лазаньи. Дальше листья лазаньи уже будете собирать произвольно. Как вам удобно будет, так и будете собирать. И можно смело ломать и этими ломтиками вот так вот покрывать оставшиеся непокрытые части формы. Сверху наливаем соус бешамель. Полностью покрываем листья лазаньи. Дальше сыр. И вот так, в таком порядке, пока мы не соберем полностью нашу лазанью. Смотрите, лазаньи, вот готовые листы, продаются разных сортов, фирм. Конечно, лучше выбрать те листочки, которые готовятся, выпекаются в течение 20-25 минут. А если 35-40 минут готовятся они, то, конечно, их надо до полуготовности сварить, опустить в холодную воду и в друшлаг. Вот. И затем только уже можно будет пользоваться, иначе они впитывают очень много влаги, и, возможно, лазанья станет сухой. Либо соус болоньезе надо приготовить прям таким жидким, если не захотите его предварительно варить. Вот. Это вот просто замечание. Вот, практически мы уже закончили собирать нашу лазанью. Вот остатки соусов мы заливаем сверху и покрываем сыром. У меня здесь пармезан и моцарелла сыр. Конечно, пока мы собирали лазанью, у нас духовка уже была включена и разогрета до 180 градусов. Вот, ставим в духовку и минут 30-35 мы его готовим. Все, наша лазанья готова. На самом деле она готовится очень легко и просто, а получается красиво и очень вкусно. Я своим готовлю так, попробуйте и вы. Приятного аппетита!